Доброе утро, дорогие телезрители! Да, на календаре 14 апреля и понедельник, новая рабочая неделя начинается, и мы с этим вас обязательно поздравляем. Итак, как всегда, прямой эфир программы «Утро Якутии», телеканала «Якутия-24», НВК СХ приветствует всех наших любимых, дорогих телезрителей. Да, мы, естественно, подготовили, как всегда, много всего интересного, познавательного, чтобы день начался с пользой как минимум, ну и прошел тоже с хорошим настроением, с улыбкой на лице. А это, наверное, даже залог все-таки того, чтобы все ваши цели, задачи, которые вы перед собой ставите, они обязательно были достигнуты. Ну а теперь давай поговорим на такие интересные темы, которые, возможно, многих из наших телезрителей, заставят проснуться. Да, ну вот, например, о том, что иногда чуть-чуть лишних килограммов это не есть плохо. Как, есть например, плюс? в Китае, да, потому что там жителям весом менее 50 килограмм призвали их не выходить на улицу из-за урагана. Власти Китая призвали жителей, которые весят меньше 50 килограммов, оставаться дома и не выходить на улицу в ближайшие 2 суток. И все дело в шквальном ветре, который несет реальную угрозу для людей. Граждан с небольшим весом призывают оставаться дома до 13 апреля из-за урагана, до 14 апреля из-за урагана на севере страны объявлен режим повышенной готовности. Шторм пришел в Китай из Монголии. Вот, и скорость ветра, например, в Пекине, Тяньцзине и других частях региона Хэбэй может достигнуть 150 км в час. Об этом писала BBC. И по данным властей, ветер может варьироваться, вырывать с корнем деревья диаметром до 30 сантиметров. Ну, вот такая интересная информация. Ну, как ты говоришь, иногда 50 плюс это очень даже хорошо. Да, ну, в принципе, если так посмотреть, 50 килограмм, если там, в норме веса, сейчас медицинскими терминами говорить, то это, наверное, не такая уж и большая категория людей, в принципе. Хотя, зная, так вот, наблюдая за жителями Китая, они все такие всегда стройные, аккуратненькие, и поэтому, возможно, это очень распространенная весовая категория в этой стране. Ну, а тем временем мы, неважно, 50 килограммов, меньше 50, ежедневно ходим на работу, и первым делом нам необходимо узнать, какая же погода за окном. Нужно ли кому-то сегодня дома оставаться, чтобы ветром не унесло? Вот сейчас Даша расскажет. В центральных районах температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 8 градусов. В заречной группе 9,1 градус ниже 0. В южных 10,3 со знаком минус. В Вилюйской группе минус 17, в Нижнеленских 13,3 ниже 0. В западных до плюс 1. В Колымдигирской группе улусов 17,1 градуса мороза, в Янских 17,7 ниже 0. На северо-западе ожидается до минус 4 градусов. В Якутске температура воздуха на 6 часов утра была на отметке минус 6 градусов. Атмосферное давление 744 миллиметра ртутного столба. Ветер западный от 1 до 7 метров в секунду. Сегодня днем облачно, небольшой снег, ветер западный от 4 до 10 метров в секунду. Температура воздуха ожидается до минус 2 градусов. Как будто бы вернулось некое похолодание. Вот, 7 метров в секунду, порыв, я думаю, это не 150 километров в час. Все верно, поэтому спокойно направляемся, так сказать, в рабочую неделю врываемся. Да. Ну и плюс погода, все равно температурный режим позволяет какими-то прогулками заниматься, просто чуть-чуть потеплее одежду выбрать для этого действия. В целом прогулки это всегда хорошо. И вообще способ быть мобильным – это ключевой аспект личной независимости, конечно, да. Один из простых способов оценить, например, состояние ног – это тест «Сесть-встать». Это упражнение занимает всего 30 секунд и требует лишь наличия стула с прямой спинкой. Во время теста нужно вставать со стула и снова садиться в течение полуминуты, подсчитывая количество повторений за этот период. Вот, кстати, говорят, таким способом можно определить свой возраст. Этот тест используется многими специалистами, такими как физиотерапевты, для оценки силы и устойчивости нижней части тела. Он был разработан еще в 90-х годах. Нормативы для каждого возраста свои. Можно проверить степень своего старения вот таким простым способом. 30 секунд присели. Сели, встали, сели, встали. И узнаешь свой возраст. Да, ну а если говорить про утреннее время, то лучше, конечно, лучше, чем зарядка. Ничего пока еще не придумали, поэтому вам предлагаем ее также сделать. Всем доброе утро, дорогие жители нашей республики. Сегодня с вами на связи тренер Света Миронова, и мы с вами сделаем классную зажигательную зарядочку. И давайте вместе со мной мы с вами поднимаемся. Первым делом начинаем с разминочки, подготовим наше тело. Сделали хороший вдох через нос, вытягиваемся наверх и выдох, наклоняемся. И еще раз, хороший вдох, вытянулись, выдох и последний раз вдох.
И выдох. Супер, отлично. Выпрямились. Начинаем круговые движения головой. Раз, два, три. В другую сторону. Раз, два, три. Кисти на плечи и круговые в плечевом. Раз, два, три, четыре. В другую сторону. И раз, два, три. Супер! Сейчас мы выполняем шаг в стороны, немножко разогреем наши суставы, чуть-чуть слегка приседаем и ножку вытягиваем, подключаем наши руки, локти отводим назад. И раз, два, три, четыре, пять. Выполняем развороты, поворачиваем корпус в стороны. Раз, два, три, четыре, пять, шесть. Подключаем ножки, выполняем захлест. И раз, два, три, четыре, пять, шесть. Супер, еще раз сделали вдох, выдох. Сейчас мы с вами добавим немножко интенсивности. Начинаем бег на месте, поднимаем наши коленки и побежали. Давайте 20 секунд. Самое главное, мы с вами дышим. Вдох выполняем через нос, выдох через рот. Супер, отлично. Подключаем приседания, ножки в стороны. Присели, ножки вместе. И давайте энергичнее. Вдох, сели, выдох, встали. 5 раз. Раз, два, три, четыре, пять. Есть. И последний. Хорошо, отлично. Теперь мы ручки берете за замочек и за затылок. Поднимаем коленку и крест-накрест, локоть, колено. Поехали. Раз, два, три, выдох. 4, 5, 6, 7, 8. То же самое, но уже с прямыми ногами и руками. Раз, два, выдох. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Отлично. Выполняем выпады на месте, чтобы проработать мышцы ног. Смотрим. Хороший широкий шаг назад. Присели на выдох и колено. На одну ножку выполняем 5 раз. Сели. Выдох. За равновесием следим. 3. Вдох. Выдох. Спинку держим ровно. 4. И 5. Сейчас мы с вами меняем ножку. Вдох. Выдох. Раз. Два. 3. 4. 5. Отлично. Ноги поставили шире плеч. И давайте сделали хороший вдох. И приседаем. Выдох. Поднимаемся. Вдох. Выдох. И в заключении мы с вами растягиваемся. Сделали хороший наклон. Растягиваем всю заднюю поверхность ног. Правой ножки. Раз. Два. К левой ножке. Раз. Два. 3. Ручки взяли. Вытягиваемся вперед. Спинку округляем. 3, 4. И прогнулись. Раз. Два. 3. Хорошо. Встряхнули, расслабили ручки. И давайте восстановили дыхание на последних. Вдох. Выдох. С вами была тренер Света Миронова. Всем отличного дня. Что ж, ну а сейчас на очереди информация от наших коллег из информационной службы. Они готовы поделиться последними новостями, после чего мы вернемся и поговорим с гостем в студии о такой теме, как отчуждение имущества. Так что оставайтесь с нами. Доброе утро, Якутия. Расскажем о самых заметных событиях к этому часу. Мошенники взламывают госуслуги под видом записи на диспансеризацию. МВД предупреждает о новой схеме мошенничества с использованием портала госуслуг. Злоумышленники звонят гражданам под видом сотрудников поликлиник и предлагают пройти диспансеризацию. Под этим предлогом они выманивают коды из СМС, необходимые для входа в личный кабинет на госуслугах. Получив доступ к аккаунту, мошенники могут использовать его в своих целях. Часто после этого жертве звонит другой аферист, представляющийся службой поддержки, и направляет ее в фальшивый Росфинмониторинг. Там под предлогом защиты денежных средств у человека выманивают данные банковских карт. С
13 апреля инспекторы рыбоохраны смогут проводить проверки на водных объектах, водоохранных зонах и прибрежных защитных полосах без предварительного уведомления. Новые правила, утвержденные постановлением правительства, вводят специальный режим контроля. Теперь инспекторы имеют право осуществлять осмотр, досмотр, опрос, проверять документы и транспортные средства рыбаков, а также проводить инструментальное обследование орудий лова. При выявлении нарушений составляется акт на каждого виновного. В Росрыболовстве подтвердили готовность инспекторов к работе в новом режиме. Послание юных якутских талантов заморозят на полюсе холода на четверть века. В Якутске завершились гала-концерты конкурса «Вселенная Кандыкан» и «Мы счастье наших предков и будущее нашего мира». Юные участники записали видео и аудиопослания на родных языках, которые поместят в капсулу времени и установят в Оymяконе на 25 лет до 80-летия Победы. Акция символизирует связь поколений и сохранение традиций. В конкурсах приняли участие более 50 детей из разных уголков Якутии. Победителем «Вселенной Кандыкан» стал фольклорный ансамбль «Чукдар» из Якутска, получивший приз в 50 тысяч рублей. Была проделана нелегкая работа. Это прекрасный конкурс, где мы отсмотрели кучу номеров. Вы знаете, это, наверное, уникальность является именно в том, что тут оцениваются практически все жанры. Да, танцы, песни, чтение, стихотворения, монологи. И поэтому для нас, для жюри, во-первых, время пролетает незаметно, потому что жанры меняются, а во-вторых, тем и сложнее то, что оценивать все это, то есть сложнее, потому что выбираются победители в каждом жанре, и помимо этого выбирается еще абсолют. Столица Якутии принимает финальный этап Кубка Федерации стрельбы из лука. 32 спортсмена, 16 мужчин и 16 женщин сражаются за звание лучших лучников республики. В детско-юношеской спортивной школе номер 5 царит атмосфера напряжения и спортивного азарта. Финалисты, представляющие разные уголки Якутии, прошли сложный отборочный путь, состоящий из 4 этапов. Теперь им предстоит продемонстрировать максимальную точность и мастерство владения луком. За соблюдением правил и честностью состязаний следит главный судья соревнований Александр Андреев. Уже сколько лет работаем, мы каждый год судим. Вот этот 4-й этап уже начинается, финал. Прошли уже 4 этапа. На эти 4 этапах были отборки. В каждом этапе были соревнования и финалисты. Кто в финал доходил, 4 человека, они зашли в финал дальше. И вот так 4 этапа прошло, и из 4 этапов было 16, выбрано 16 спортсменов. И мы продолжаем наш утренний эфир, и в студии у нас уже есть первый гость. Да, о чем будем говорить? Сегодняшняя тема, она особенно важна для семей с детьми, а также для их опекунов и попечителей, потому что звучит она примерно так, да, как получить согласие опеки и попечительства на отчуждение имущества. Об этом нам расскажет юрисконсульт отдела правовой экспертизы и оказания бесплатной юридической помощи Центра «Мои документы» Айтал Трофимов. Доброе утро. Доброе утро. Айтал, расскажите, пожалуйста, для начала, что вообще считается отчуждением имущества и в каких случаях нужно согласие органа опеки и попечительства? Отчуждение – это продажа или обмен, или дарение, которое принадлежит несовершеннолетнему ребенку. Согласие опеки требуется для того, чтобы продать либо помещение, либо квартиру, либо дом этого несовершеннолетнего ребенка. А кто за получением вот этого согласия органов опеки может получить? Кто может обратиться? Какие документы необходимы для этого? Так, могут обратиться только родители. В случае их отсутствия, то их опекуны. Согласие должны получать по месту прописки ребенка. По документам нужно выписка из ЕГР, свидетельство о рождении детей, паспорта родителей, также проект сделки, например, договор купли-продажи, документы на приобретаемое новое жилье и акт обследования места нового помещения, что там уже пригодно для жилья несовершеннолетнего. Я правильно понимаю, речь идет вообще о любой недвижимости, в которой долю в собственности имеет несовершеннолетний? Да, либо сам он полностью является собственником, либо какую-то долю.
Ага. Мгм. Ну, то есть, мне кажется, с этим сталкиваются многие родители в случае, если вы меняете жилье, приобретаете, улучшаете жилищные условия. Но мало кто знает о том, что это надо делать, да, отчуждение важно, правильно? Конечно, Потому да. что иначе не получится оформить ту или иную сделку. Хорошо, а сколько времени занимает рассмотрение заявления и в каких случаях опека может отказать в согласии? Так, ну, обычно это занимает 15 рабочих дней при полном пакете документов. Если вы предоставили неполный пакет документов, то, соответственно, сроки могут быть увеличены. И после истечения 15 рабочих дней орган дает либо согласие, либо отказ. Отказ может быть в согласии предоставлен органам опеки, если ухудшается жилье ребенка, то есть там становится меньше площадь, хуже инфраструктура, больше прописанных, чем было в другом его помещении. Не предоставляется альтернативное жилье ребенку, то есть это он не будет являться собственником или доля его будет теряться. Также фиктивность или сомнительность такой сделки, если будут потрачены деньги на нужды родителей, также могут отказать органы опеки. И вот, допустим, если есть 10 квадратных метров, то, соответственно, у ребенка тоже должно оставаться 10 квадратных Не меньше метров. 10 получается. Да, не больше и не меньше. Также должно оставаться 10 квадратных. 9,98 Нет. уже меньше, да? Уже не получится. Хорошо, а какие условия опека обязательно проверяет при продаже жилья ребенка? Обязательно проверяет площадь, чтобы она оставалась вот такой же, юридические права, чтобы доля его была такой же, как и была изначально, ну и то, что прописанных там не больше, не меньше, вот это вот все проверяет орган А опеки. доля в каком она идет? Ну, там, это процентное соотношение от общей площади или конкретно в квадратах? То есть, грубо говоря, у ребенка там вот живет семья, условно, просто чтобы проще считалось, да, 100 квадратных метров квартиры. Из них там четверть принадлежит ребенку, то есть 25 квадратных метров. По имуществу будет проверяться, чтобы в новой жилплощади тоже было 25 квадратов или чтобы 1/4 была? До 25 квадратных метров. Ага. А можно ли получить согласие опеки на дарение или обмен имущества несовершеннолетнего? Да, но орган опеки очень тщательно проверяет такие сделки, так как есть большой риск, то, что это же как дарение, и имущество может полностью потеряться. Ну, то есть могут какие-то сомнительные вот сделки, из-за этого орган очень хорошо проверяет данные вот сделки. А чем грозит совершение вот подобной сделки? Ну, то есть не обязательно дарение, да, а вот опять же продажа квартиры, в которой есть доля у несовершеннолетнего, если она без вот этой процедуры, без процедуры отчуждения проведена, сделка совершена без согласия опеки. Какие-то последствия Да. будут вы? Да, безусловно, такие сделки сразу будут недействительными, могут вести до штрафов, возврата имущества, судебным спорам, это также время, нервы. Вот, и настоятельно всегда вот мы рекомендуем то, что нужно всегда получать согласие именно с органа опеки и попечительства, чтобы не было вплоть до уголовной ответственности, как мошенничество расценивалось. А как это, ну, как такие факты вообще могут выявляться? То есть какая-то единый реестр существует? Нет, или- ну, когда и сразу видно, если ребенок несовершеннолетний, он является собственником, согласие от органа опеки обязательно нужно. Если этого документа нет, регистрацию просто невозможно будет пройти. Хорошо, это мы говорим, если все-таки ребенок собственник квартиры. А что делать, если, допустим, он только прописан? В таком случае согласие от органа опеки не нужна, но родители обязаны предоставить ребенку новую прописку, и чтобы ему жилось лучше, то есть так же, как он жил в прошлой квартире. И обязательно должен быть прописан. Соответственно, если родители хотят сделать такую сделку, то и сначала нужно поставить, прописать ребенка в новой уже квартире, а старую продать. Ага. Вот. Ну, на практике так вот происходит. А вообще можно ли оформить сделку с недвижимостью ребенка через нотариуса без участия опеки? То есть, как-то, может быть, нотариус может подтвердить вот эту законность, не знаю, Да. соблюдение законных прав ребенка? Да, вот это хороший вопрос. На самом деле нет, нотариусы всегда требуют согласия органов опеки и попечительства, если отчуждаемое имущество принадлежит несовершеннолетнему. Вот, это таков закон. Ага. Вот. Спасибо большое за подробную информацию. Действительно, вообще Центр «Мои документы» очень такая полезная у нас все время беседа с вами, потому что действительно очень много таких нюансов бывает в оформлении той или иной сделки, в оформлении документов, и в этом, конечно, нужно разбираться постоянно и всегда, и знать все вот такие мелочи. Спасибо большое, мы желаем вам хорошего рабочего дня и прекрасного настроения. Спасибо вам тоже.
Ну, вообще, в современном мире, где технологии, опять же, развиваются с невероятной скоростью, а финансовые операции становятся все более доступными, проблема финансового мошенничества становится наиболее актуальной. Сейчас мы расскажем вам еще об одной истории телефонного мошенничества, которая остается самым популярным способом обмана. Он, как правило, направлен на людей, которые склонны принимать скоропалительные решения. Как вы будете счет перерегистрировать, как вы будете средства получать, тогда объясните мне, как вы планируете это делать, если вы со мной на связь не выходите. Почему я должен с вами на связь выходить? Для того, чтобы получить свои деньги, аннулировать кредиты. Я что-то сомневаюсь в этом. Но то, что вы в этом сомневаетесь, это как бы, вопрос уже субъективно, который вас касается, но не меня никаким образом. Свою личность, свою компетенцию я подтвердил в удостоверении, написан мой табельный номер. На каком основании тогда оно должно проходить? На каком основании? А на каком основании я отправляла деньги? Ну, потому что вы работали с федеральным резервом, а не с личными деньгами. Женщине, отдавшей уже все свои деньги, аферисты продолжают настырно названивать. На протяжении 10 дней она верила, что спасает средства, и переводила их на якобы безопасный счет. Лишь когда ее стали уговаривать взять кредит под залог дома, она очнулась и обратилась в полицию. Первоначально мне, значит, писала из замдиректора, сказала, что взломали базу нашей организации, и мои данные утекли. Сказали, что счетам моим грозит как бы опасность, что могут деньги тоже оттуда снять. Естественно, я ринулась спасать это. А потом на меня стали выходить якобы сотрудники ФСБ. Представлялись, свое звание, имя, отчество. Ну, как-то я поверила этому. Думала, серьезные люди, что идет такая операция, что у нас проверка идет. И установился тотальный контроль за моими движениями, что я говорю, чтоб я не ходил ни на работу, ни с сестрой, ни с детьми, ни с кем я не общалась. Постоянно была на связи, постоянно. Но в итоге я приехала в город Якутск, и я практически с аэропорта уехала в банк вот с этим чемоданом большим. И вот эти первые операции, которые деньги-то я снимала, они у меня лежали на карте. Вот мы обналичили и уже провели эту операцию. Ну и так практически каждый день, пока не выдавили. В целях безопасности сразу же после установки мессенджера в телефон необходимо настроить конфиденциальность так, чтобы писать и звонить, а также видеть ваш аккаунт могли только личные знакомые из списка контактов. Свои махинации мошенники проводят через социальные мессенджеры, поскольку так им проще всего подделать любой аккаунт. Чтобы не попасться на подобную уловку, следует перезванивать знакомым, набрав их номер из своей телефонной книги. На календаре 14 апреля. И если вы только проснулись, то постарайтесь запомнить как можно точнее ваш сон. Ведь именно в ночь с 13 на 14 апреля могут отразиться ваши скрытые желания, которые так или иначе связаны с личной жизнью. Да, ну а если приснилось, что вы что-то потеряли и пытаетесь найти, то вас не ждет ничего хорошего. Проблемы могут возникнуть и на личном фронте, и в финансовой сфере. Ну а если сновидение ваше было связано с деньгами, то ваши мечты обязательно сбудутся. Но кроме того, видения этой ночи дают подсказку, что необходимо сделать для того, чтобы преодолеть внутренние трудности. Если в ночных грезах вы получили предупреждение, то оно может сбыться на 8-й день. Вспоминаем и запоминаем наши сны, а вот чем еще этот день отмечен в календаре, узнаем далее. На календаре 14 апреля. Сегодня отмечают Великий понедельник, а также День медицинской службы уголовно-исполнительной системы России. По народному календарю Мария пустые щи. Пустые щи в этот день поминали не случайно. К апрелю у крестьян заканчивался запас капусты, поэтому о густых щах, в которых ложка стоит, приходилось только мечтать. Этот день в истории. В 1611 году впервые в истории использовано слово «телескоп». В 1618 году основан город Новокузнецк. В 1848 году в России создан секретный цензурный комитет для надзора за духом и направлением печатаемых произведений. В 1923 году в Советском Союзе основано крупнейшее в мире научное издательство «Наука». В 1927 году в Швеции выпущен первый автомобиль «Вольво».
В 1945 году в Москве основан главный ботанический сад Академии наук. А в 1956 году продемонстрирован первый в истории видеомагнитофон. В этот день родились Лидия Вертинская, советская российская актриса, художник. Валерий Брумель, советский легкоатлет, олимпийский чемпион, заслуженный мастер спорта Советского Союза. Петр Мамонов, российский рок-музыкант, актер, поэт, радиоведущий. Сара Мишель Геллар, актриса, продюсер. Именины сегодня отмечают Мария, Сергей, Иван, Макар и Ефим. Ежедневно в России и в мире отмечают какой-либо праздник, памятную дату или знаменательное событие. Так, в 2025 году Национальная библиотека Республики Саха-Якутия отмечает свой вековой юбилей. К столетию главной библиотеки нашей республики мы рассказываем о людях, чей вклад и становление в развитие библиотечного дела трудно переоценить. Главным трудом Грибановского стала библиография Якутии, 10-томное издание, включающее 30 тысяч записей на русском и 1000 на иностранных языках. Его работы подняли ретроспективную библиографию Якутии на высокий уровень, опередив другие национальные республики. В 1942 году ученый скончался в блокадном Ленинграде. Его наследие сохранили сотрудники библиотеки Академии наук Советского Союза. А с 2005 года продолжается реконструкция труда под руководством Надежды Александровны Ханды. Грибановский навсегда остался в истории как первопроходец библиографической науки Якутии, чьи труды востребованы и в 21 веке. Ну, праздники существуют, Паша, и в нашем эфире. Если быть точнее, даже не сами праздники, а раздача подарков. Да, как бы дарить радость, это круто. У нас очередной подарок есть для вас, дорогие телезрители. Как бы и получить его может тот, кто покажется эрудированнее всех, грамотнее всех и вообще молодец сегодняшнего дня. В Телеграме розыгрыш этот. И раздача подарков происходит. А подарок какой сегодня у нас? У нас сегодня пригласительные в кинотеатр «Центральный». И для этого вам, дорогие телезрители, нужно, как всегда, лишь правильно ответить на наш такой утренний вопрос. И, кстати говоря, отвечаем мы в телеграм-канале, который вы видите прямо сейчас на вашем экране. Отсканируйте QR-код, подпишитесь, если вы еще это не сделали, и там уже есть вопрос. А вопрос звучит следующим образом. Как правильно говорить? Расклешить или расклешить? Расклешить или расклешить. Вот и торты или торты, вот думаете теперь, да? И много еще звонят. Вариантов много, что могли бы мы спросить. Мы сегодня спрашиваем, расклешить или расклешить. Вот думайте, в Телеграме пишите, и кто-то из вас обязательно заберет эти пригласительные в кинотеатр, сходит, посмотрит кино. В четверг мы по традиции расскажем, какие новинки кино выходят. Поэтому все как нельзя, кстати, лучше вот так складывается в такую цепочку прекрасной недели для кого-то сегодня вот в ближайшие минут, даже 15, может быть, произойдет. Ну а пока наши телезрители дают правильные, а возможно и неправильные ответы, я, Паша, задаю тебе вопрос. Вот, интересный вопрос. Ты когда-нибудь что-нибудь слышал о треугольной бутылочке советского времени? Вот впервые сейчас вот эти слова, стоящие рядом, только сейчас впервые. Вот у меня. Серьезно? Да. То есть трехгранная бутылочка была. Для чего, почему? Я вот знаю, пакеты с молоком, с кефиром трехгранные были такие пластиковые, а вот бутылка прям. Прям бутылка. Ее давно перестали запускать, а зря, потому что свои функции этот бутылек, едва достигающий высоту 17 сантиметров, выполнял на ура, а они были серьезными. Сегодня хочу рассказать вот о таком стеклянном сосуде. Это бутылек из-под уксусной эссенции. Можно назвать его эпохальным предметом именно советского периода, потому что именно в советское время изготавливали именно трехгранный бутылек для уксуса. Это не случайно выбрали такую форму, а специально, чтобы, во-первых, обезопасить граждан от случайного принятия уксуса, потому что его содержание было 80%, чтобы не перепутали с другими, так сказать, сосудами случайно, и взрослые, и чтобы дети тоже не брали. Но и также
есть, с одной стороны, и практическое назначение трехгранной формы такого сосуда. Это если она упадет, что она не укатится и не разобьется. То есть она падает на одну грань, и все. А вообще сама форма была придумана еще в дореволюционной России, а советские стеклодувы ее повторили. Добавили вот грани, такие ребристые, и также вот яркие этикетки, то есть опасно, и также советы именно в скольких частях воды надо разбавлять этот уксус. И практически до распада СССР она имела такую форму. Тому, кто не жил при Советском Союзе, трудно будет понять, как такие простые вещи из нашей рубрики вот конкретно могут вызывать ностальгию. Да, но тот, кто жил и рос в годы советской эпохи, поймет без слов. Ну, конечно, это уже все в прошлом, а вот в будущее заглянуть всегда хочется. Что ж там нас ждет впереди, хотя бы даже завтра, а может уже и сегодня в течение дня. И такая возможность как будто бы существует. Давайте же узнаем, что нам звезды сулят на этой неделе. Овен. На этой неделе вы можете очень хорошо проявить себя в социуме. Своим мягким и тактичным стилем общения сможете заручиться симпатиями окружающих. Деньги вам будут даваться относительно легко, и вам не составит большого труда увеличить свои доходы. Телец. На этой неделе вы нуждаетесь в отдыхе и покое. Хорошо, если на эти дни приходится ваш отпуск. Тогда вы могли бы провести время в каком-нибудь спокойном от шума и суеты месте, типа базы отдыха или санатория. По большому счету, вам для счастья сейчас никто не нужен. Вы будете хорошо ощущать себя в уединении. Также почувствуете, что находитесь на пороге нового, более оптимистического витка своей жизни. Близнецы. На этой неделе вы ориентированы на поиск новых ярких впечатлений и можете вполне комфортно ощущать себя в обществе друзей и единомышленников. Также это благоприятное время для проведения расследований и поиска ответов на волнующие вас вопросы. Это может относиться как к каким-то фактам, так и попытке разобраться в самих себе, в своем предназначении. Рак. Вам может улыбнуться удача в карьере. Если вы хотите найти работу по душе и в полном соответствии со своими талантами и способностями, то такая возможность может вам предоставиться. Кроме того, определенные позитивные подвижки могут произойти и на вашей текущей работе. Лев. Наступает время, когда необходимо проявить здоровый эгоизм. Возможно, вас будет ожидать много новых, по большей части приятных впечатлений. Это может быть связано с путешествиями или со знакомством с новыми людьми из других стран и регионов. Дева. На этой неделе вы можете почувствовать подсознательное стремление к переменам, к обновлению, к риску и острым впечатлениям. Спокойная жизнь вас сейчас вряд ли может привлечь, поскольку может усилиться потребность острых с перчинкой впечатлений. И именно за счет изменений, перемен в жизни вы сможете добиться реального улучшения своего положения. Поэтому не нужно бояться перемен. Весы. Прекрасное время для планирования и проведения свадьбы, обряда венчания. Также вы можете стать гостем на каком-то торжественном мероприятии. Используйте эти дни для избавления от вредных привычек, особенно если они наносят вред вашему здоровью. Очередная попытка курильщиков бросить курить на этот раз может закончиться успешно. Скорпион. Прекрасное время как для личной жизни, так и для деловой активности. Не держитесь за ненужный хлам. Освобождайте свое жизненное пространство от этого. Так вы сможете впустить в свою жизнь свежую энергию. И это может магическим образом начать менять к лучшему реалии вашей жизни. Также это благоприятное время для обретения мира и гармонии в партнерских и любовных отношениях. Стрелец. Находящиеся в романтических отношениях на этой неделе могут сделать шаги к тому, чтобы узаконить свои отношения браком. Если вы не в том возрасте или давно состоите в браке, то тоже почувствуете, что ваши отношения с партнером стали намного гармоничнее, чем были прежде. Благоустройство своего дома – вот что может стать наиболее успешным направлением в деятельности на этой неделе. Козерог. Любые семейные дела и хлопоты будут особенно приятны для вас, и вы с радостью будете браться за любую домашнюю работу. Отношения с представителями старшего поколения в семье располагают к позитивному решению вопросов, связанных с наследством. Также вы можете получить много положительных эмоций при общении с окружающими людьми. Это удачное время для увеселительных загородных поездок на дачу или на природу и пикник. Водолей. Личная и деловая жизнь в течение всей недели может складываться успешно. Возрастает значение контактов с людьми из своего повседневного круга общения. Так вы сможете закрыть пробелы в новостной информации. Будете в курсе всех основных событий у друзей и знакомых. Такая высокая информированность позволит вам быстро находить решения для своих вопросов.
рыбы. Рост доходов может позволить вам сделать удачные покупки для себя и для дома. Это прекрасное время для быстрого продвижения в учебе. Вы способны не только быстро овладевать знаниями, но и устанавливать доброжелательные отношения с преподавателями, что тоже немаловажно. Также это удачные дни для прохождения медицинского обследования с использованием новейшей техники. Паша, я вот задумалась вопросом вообще о грамотности. Вот кого считают грамотным человеком? Грамотного. Скорее всего. Ну, не знаю. Наверное, как минимум, грамотности и там, допустим, эрудиция, разные вещи. Наверное, человека с такой чистой речью, да, у которого очень мало, или вообще отсутствуют как таковые ошибки именно в произношении слов, да, потому что есть очень много слов, опять же, мы сегодня о них говорим, да, которые непонятно где ставить ударение, и не все знают, как понять, где же правильно его поставить и так далее. То есть грамотная речь – залог грамотного человека. То есть это все-таки основа? От слова грамматика. То есть мы в слове грамотный выберем грамматика, то есть у которого грамотная речь. Все именно. Вот именно для этого и существует наша постоянная рубрика «Давайте говорить правильно». Доброе утро, дорогие телезрители. Я надеюсь, я даже уверена в том, что среди вас, наши телезрители, есть немало представителей с прекрасного пола, которые следят за модой. Им известно фасон, который обозначает юбки, брюки или пальто, расширяющиеся к низу. Но уверены ли вы в месте ударения того слова, которым этот фасон называется? Возможно, я сейчас вас удивлю, но я говорю о глаголе «расклешить». Именно «расклешить». И причастие, которое образуется от этого глагола, будет расклешенной, то есть юбка расклешенная. Но спешу вас успокоить. Более привычное в обыденной речи произношение «расклешить» и «расклешенный» тоже является допустимым. Иными словами, можно сказать, что не только мода является преходящей с приставкой «пре», то есть временной, непостоянной, но и ударение в словах. Давайте говорить правильно. Всего доброго. Ну вот еще одно новое слово в моем лексиконе – расклешить. Как-то я все время думала, брюки клеш, джинсы клеш. Да. А еще есть и глагол расклешить. Оказывается. Да. Вот. Только теперь где его применять, я немножко не понимаю. Уже опоздали немного, как будто бы с эпохой, да? Нет, где его знаешь, как будто бы кажется, купила брюки, да, и говорю, давай-ка мы их расклешем. Так а как их расклешить, если они уже не клеш? Неизвестно. Есть еще о чем подумать? Подумать есть о чем, а пища для размышления всегда где правильно, конечно же, в книгах, потому что, опять же, грамматика человек поднимается за счет большого количества чтения, так же, как и его эрудиция, понимание этого мира, все это через книги. Но есть минус, да, небольшой. Чем больше человек читает, особенно старшее, более поколение, да, немножко со зрением начинаются иногда проблемы, особенно если читать в темное время суток, а ты чтение очень-очень любишь, там под каким-то чуть ли не фонариком уже зрение начинает немножко подводить. Вот наш коллега Руслан Ачиров разбирался, как же правильно нужно и можно выбрать очки. Доброе утро, друзья! Сейчас хотелось бы в этом нашем небольшом сюжете рассказать, как подобрать очки, как правильно, на что нужно обратить внимание, мы сейчас узнаем. Сперва-наперво, конечно же, размер. То есть оправы могут быть меньше, больше размером, и по посадке. Во-первых, стоит обращать внимание на размер самой оправы. Оно пишется как шпаргалка на заушнике. То есть, обратите внимание, это 58 размер в миллиметрах здесь указано на линзе отсюда до сюда. То есть оно напрямую влияет на саму ширину оправы. И третье немаловажное, это у нас ширина, длина заушника. От начала до конца, то есть расположение ушей, физиология человека бывает разная, уши могут быть дальше, уши могут быть ближе, стоит обращать внимание. Также стоит отметить, что оправы имеют европейскую посадку и азиатскую посадку. То есть даже... Да, собственно говоря. На пластиковых оправах это более чем видно, что можем сравнить. Отличаются по первостепенно, это у нас по носоупорной части у европейской посадки. Носоупоры идут короче, чем у азиатской посадки. Собственно говоря, здесь носоупоры удлиненные, передняя рамка прямая и передняя рамка чуть шире.
Я чуть Михаила перебью, то есть вот у меня есть такая как бы проблема, да, например, спортивные очки иногда примеряют, и они у меня висят на щеках, да, до носа даже не касается. Ситуацию такую спасает либо удлиненные носоупоры на пластиковых оправах, либо же, собственно, металлические оправы. Более чем универсальные у нас идут металлические оправы, потому что носоупорная часть можно регулировать, то есть их можно вытянуть под себя, под строение носа. Бывают сломанные носы у мужчин. Ничего страшного, можно подправить. Ага. Все это исправляется. Ага. Также по материалу советую выбирать. Если останавливаемся на металлических модельках оправ, следует знать, имеется ли у нас аллергия на металл. У некоторых агрессивные прям бывают, следы появляются. Самые гипоаллергенные это у нас нержавеющая сталь. На оправе будет указано stainless steel, либо же серия титан. Титан у нас самый гипоаллергенный материал. Считается. Еще титан, он такой прочный, да, получается? Ага, титан альфа, титан бета не отличается. Титан бета, он будет гибкий сам по себе, облегченный. И передняя часть титан альфа, это жесткий титан. То есть рамка должна передняя быть жесткой, а заушники мягкой. А вот что по поводу проверки зрения, например, да, вот мы ходим к офтальмологу, а вообще рекомендуется проходить обследование раз в год. Раз в год обязательно. Раз в год обязательно. И взрослым, и детям, да, то есть это как взять нужно как за правило, да, чтобы избежать каких-то, ну, там, запущенных случаев. Конечно. Но, допустим, после офтальмолога мы приходим, и у нас есть на руках исследование. Нужно ли повторно, допустим, уже в салоне оптики делать исследования? Желательно, конечно, потому что оптометрист, также консультант должен удостовериться в правильности рецепта, потому что иногда бывает такое, что за короткий промежуток, возможно, поменялось. Ага. Сахарный диабет, если у нас есть, у нас просто шкалит страшно. То есть диоптри могут меняться. Ну и другие факторы, конечно же, это механические повреждения глаз и так далее. Ну, зачастую это бывает давление. То есть вы пришли к офтальмологу, будучи у вас давление на глазу, у вас, собственно, диоптрии показали не те. Ага, пришли к нам, у нас уже давления нет, показания уже чуть поменьше. Ну, то есть своя специфика для подбора линз, она и существует. Конечно. Ну и получается там офтальмолог, а тут оптометрист. Оптометрист, да? Именно для остроты зрения, а не по здоровью глаз. Ага. Хорошо, Михаил, спасибо большое. Ну, друзья, вам желаю крепкого зрения, да, очень острого, четкого. Ну и, конечно, обязательно следите за своими глазами и проходите вовремя обследование. Спасибо, Руслану, за прекрасные советы. Ну а сейчас самое время вновь передать слово нашим коллегам из информационного отдела. Мы продолжаем рассказывать самые актуальные новости этого утра. Минтруд анонсировал семейную налоговую выплату. Новшество заработает с Нового года. Оно даст право родителям, которые воспитывают 2 и более детей, на перерасчет под 6% и возврат уплаченного прямого налога. При этом мера касается только семей, в которых среднедушевой доход не выше 35 тысяч рублей. Министр труда Антон Котяков пояснил, что эта выплата – одна из мер госполитики по демографии и поддержке многодетных. Эта программа действует до 2036 года. Многодетные семьи смогут бесплатно посещать музеи, выставки и парки. Правительство России утвердило правила бесплатного посещения музеев, выставок и парков для многодетных семей. Соответствующее постановление подписал премьер-министр Михаил Мишустин. Для бесплатного входа многодетным семьям необходимо предъявить удостоверение единого образца. Организаторы мероприятий выдадут бесплатные билеты, бумажные или электронные. Информация о музеях, выставках и парках, участвующих в программе, будет размещена на их официальных сайтах и регулярно обновляться. Кроме того, эти данные будут доступны в личных кабинетах родителей на портале госуслуг. Как рептилии, рожденные ползать, научились летать. Об этом и других удивительных фактах из жизни пернатых расскажут на выставке «Птичьи наряды» в музее имени Ярославского. Здесь представлены чучела животных, кладки яиц необычных расцветок и разнообразие перьев. Посетители смогут увидеть птиц в естественной среде обитания на фотографиях, снятых с самими сотрудниками музея во время полевых исследований. Выставка продлится до конца мая. Бесплатно ее смогут посетить обучающиеся школ. Она должна показывать роль, значение и функции перьев птиц в их жизни. Да? Еще для детей специально есть
стенд, который я сделал с помощью детских игрушек моей дочки, да, и с их помощью я вот пытался рассказывать детям о том, как древние ящеры, рептилии, потом они начали постепенно превращаться в птиц. Около 300 юных спортсменов из разных районов республики собрались в Якутске на Всероссийскую олимпиаду школьников по физической культуре. Первый день олимпиады начался с проверки теоретических знаний. После обеда юноши соревновались в спортивных играх, включавших элементы баскетбола, футбола и флорбола. А также девушки демонстрировали свои навыки в гимнастике. Впечатление об участниках. Много очень интересных подготовленных ребят. И что еще радует дополнительно, что среди ребят и девчонок попадаются не только старшие школьники, но и там вот обучающиеся в 7 классах. Они же как-то прошли на заключительный этап Олимпиады через региональный этап. Представляете, вот какие талантливые мальчишки, девчонки попадаются. На этом все. Хорошего дня и встретимся в эфире. Мы продолжаем наш утренний эфир, и сейчас мы поговорим о таком центре, который называется «Воин». Да, на сегодня он является флагманом в России по военно-спортивной подготовке и патриотическому воспитанию детей и молодежи. На текущее время осуществляет деятельность в 21 регионе страны, и в нашей республике филиал работает с прошлого года. И мы приветствуем нашего гостя. Это заместитель директора центра «Воин» Афанасий Сергин. Доброе утро. Доброе утро. Расскажите для начала вообще, что за центр «Воин», основные цели, задачи вашей деятельности и чем вы занимаетесь? Ровно год назад, 15 апреля 2024 года, в нашей республике был открыт Центр военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания молодежи «Воин». Значит, получается, Центр развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания «Воин» создан по исполнению поручения президента Российской Федерации Владимира Владимировича Путина. Инициатором стал Союз боевых искусств, где председателем является Сергей Валерьевич Кириенко и Юрий Петрович Трутнев. Значит, далее, получается, в 2023 году были открыты 12 филиалов в Российской Федерации. Это, получается, в Бурятии, Татарстане, Калмыкии, Хабаровском крае, Белгородской области, Кемеровской, Псковской, Свердловской, Тюменской областях, Янао, Чеченской республики, Донецкой Народной республики. Затем в 2024 году открылись филиалы Центра «Воин» в Волгоградской области, Мурманской области, Чувашской областях, Камчатском крае, Луганской Народной республике, Херсонской, Запорожской областях, в том числе и в нашей республике Саха-Якутия. В данный момент Центр «Воин» имеет два основных направления. Это первое, это преимущество, да? Первое, это программы образовательные, которые разрабатываются центральным аппаратом. Второе, это особенности, это инструкторы-профессионалы, которые в большинстве своем случае имеют боевой опыт в Сирии, на Кавказе, а также на специальной военной операции. Директором нашего филиала является Василий Иванович Егоров, депутат Государственного собрания Иль-Тюмень, доцент, командир штурмового батальона БАРС-2, кавалер Ордена Мужества, заслуженный работник физической культуры и спорта Республики Саха-Якутия. В ходе занятий филиала Центра «Воин» курсанты приобретают важные военно-прикладные навыки по огневой, инженерной, тактической подготовке, учатся управлять БПЛА, значит, оказывать первую помощь, организовывать связь
и Ну, так в далее. целом, в общем, мы сейчас вот видим Огромный кадры, да. спектр, да. Кадры подготовки, это мы начинаем, получается, работа и с подростками, и есть отдельная группа, это вот взрослые уже, правильно? Да, совершенно верно. Мы, значит, работаем со следующими категориями детей, то есть молодежи, да. Это, во-первых, это дети от 14 до 18 лет, где мы реализуем наши образовательные программы. И, конечно же, это наша основная такая и наиболее эффективная деятельность, это во время летних смен. Это когда мы реализуем программы «Время юных героев» на базе лагеря «Энергетик», «Сосновый Бор». Значит, в течение 21 дня наши дети проходят вот 2 смены. И в этом году мы тоже выездное такое будем мероприятие. Это только мальчики или девочки тоже есть? И это и мальчики, и девочки. У нас, получается, вот, адаптивные такие программы, которые могут проходить любые вот, дети от 14 до 35 лет, и взрослые в том числе. Также мы занимаемся и с взрослыми людьми от 18 до 35 лет, да, где реализуем наши образовательные программы, готовим их к службе в армии и работе в силовых структурах. То есть работы много по разным Вообще направлениям. за вот достаточно. прошедший год, да, вот вы про лагерь сейчас рассказали, еще какие, ну, может быть, можно сказать, наверное, да, там, знаковые какие-то, да, событийные мероприятия проходят, то есть помимо основного учебного процесса, скажем так. Ну, конечно, во-первых, нужно сказать, что работы достаточно много, да, и в этом году мы впервые приняли активное участие в фестивале «Мусустар», где проводили трек «Сила в единстве». Значит, здесь, значит, собрались 21 команда из разных улусов и районов нашей республики, да, и соревновались в военно-прикладных видах спорта. Значит, где показали очень сплоченную такую работу. Выиграла команда Усалданского района. Первое место заняла. То есть помимо обучения есть еще и такие какие-то соревновательные моменты, да? Можно проявить себя в каких-то вот моментах таких, когда нужно создать команду, все вместе. Да, мы проводим очень много мероприятий. Вот одно из них вот я перечислил, и наиболее флагманским таким мероприятием является все-таки это соревнование «Зорница 2.0», где участвуют дети от 14 и взрослые до 18 лет, да? Получается, здесь 4 категории детей, и наши, получается, инструкторы являются главными судьями в этих мероприятиях. Ну а вообще с какими общественными организациями вы сотрудничаете? Опять же, с органами власти, наверное, какое-то тоже Да, взаимодействие происходит. Да, конечно, у нас есть взаимодействие с органами власти. Мы подписали, как только мы открылись, подписали соглашение с 30 соглашений. Это и Министерство образования, и Министерство спорта, физической культуры и спорта, а также Министерство молодежи и другие организации, которые с нами взаимодействуют. А в соглашении они что предполагают? То есть это там о сотрудничестве, поддержке? В этом году примечательно, что вот как раз в год, получается, да, мы работаем, мы показали свою работу, и высшие учебные заведения тоже вышли на нас. Мы подписали соглашение с Арктическим агротехнологическим университетом, также Северо-Восточным федеральным университетом и Чураптинским государственным институтом физической культуры, да, и, получается, выпускники наших образовательных программ получают дополнительные баллы при поступлении в эти вузы. Это повсеместно, по всем, получается, филиалам России мы внедряем эту практику. Вот и главный, наверное, вопрос сейчас у многих телезрителей, да, у родителей, наверное, как можно ребенка к вам отдать, да, а у взрослого населения, наверное, думает, а как же мне вступить в эти ряды, если вдруг хочется вот получить какие-то новые знания? Значит, мы располагаем, наш офис располагается по адресу Орджоникидзе, 38. Здесь, значит, мы получаем заявки как в электронном формате, так и можно прийти, сдать заявку, да, по мероприятиям. А если организации, то мы, получается, внедряем наши сетевые образовательные программы, рассказываем о наших направлениях, да, которые мы развиваем, и, конечно же, рассказываем, для чего им нужно, для чего это будет полезно, какие компетенции они формируют и тому подобное.
Ну а на сегодня, на ваш взгляд, вот насколько важно патриотическое воспитание, да, и для чего вообще вот у нас есть такие центры? Ну, раньше-то они тоже были, да, но вот сегодня почему это так актуально? Ну, вообще работа Центра развития военно-спортивной подготовки и патриотического воспитания воин, оно направлено именно на то, чтобы формировать у детей патриотическое воспитание, да, на современный лад, чтобы он любил свою родину, да, и при необходимости мог защитить эту родину. То есть защитить себя, защитить близких, родных и всех, кто рядом. Нуждается, да. Ну вот мы видим опять вновь таки небольшой фотоархив ваш, да. Ребята очень активно заинтересованы, да, занимаются тем или иным искусством, да, подготовкой, внимательно и теоретическую часть изучают, но, скорее всего, практическая часть для них, она важнее, да, потому что как это так почувствовать себя настоящим воином, да? Вовлечение больше, конечно, с практической части. Действительно, мы своим содержанием и инструкторы, имеющие боевой опыт, они действительно погружают детей в основу военной подготовки. Дети, не только они выполняют те или иные команды, да, они именно приобретают новые компетенции, да, не только, значит, именно по техническим видам спорта, значит, по огневой подготовке, по тактической подготовке, по тактической медицине, как оказать первую помощь и тому подобное. Но мы очень рады, что вы посетили наш эфир. Мы желаем центру дальнейшего развития, конечно, побольше подрастающего поколения, чтобы было заинтересовано, да, вашей деятельностью. Ну а взрослые, чтобы получали опыт и знания, которые действительно могут пригодиться. Ну а мы на этом с нашими зрителями прощаемся. Конечно, желаем отличного дня и завтра вновь увидимся.